О знаках и сигналах, о внимательности на дороге нужно говорить всегда и всюду, с тем, чтобы маленькие участники дорожного движения были в безопасности. Актеры Гагаузского национального театра имени Диониса Танасогла подготовили театрализованный урок с играми и декорациями для учеников 1-6 классов. Такой экспериментальный проект, на который актеры театра охотно откликнулись. Сейчас мы совместили и интерактив с детьми, также театрализацию. Путем этого проекта мы хотим научить ребят, попрактиковать их на улицах, как необходимо вести себя и соблюдать правила дорожного движения. Это сейчас становится особо актуально, и поэтому мы считаем своим долгом научить, попрактиковать детей перед выходом в город. Мы, актеры, очень серьезно отнеслись к такому проекту, дабы проинформировать детей, как нужно правильно переходить дорогу. Что такое хорошо и что такое плохо, начинают узнавать с самого раннего детства. Вначале это семья, затем подключаются детский сад и школа. С первоклассниками о правилах дорожного движения Феодора Исир говорит практически каждый день, когда провожает их домой. Они должны знать правила дорожного движения, где переходить можно дорогу, где нет, как нужно смотреть налево-направо. Поэтому сегодняшнее мероприятие очень увлекательное, очень интересное, и мы считаем, что детки запомнили именно, что хорошо, что проводилось все в виде игры. Они участвовали сами в этом, и они запомнили, конечно же, как переходить дорогу, что можно, что нельзя, что разрешается, что запрещается. Как переходить дорогу на пешеходном переходе, как правильно ехать на велосипеде или самокате, как смотреть на дорогу перед переходом, о важности и соблюдении правил дорожного движения. Все это на одном импровизированном уроке. И такие уроки очень важны и актуальны, считает директор Кангасской гимназии Ольга Чебанова. Потому что человеческая жизнь – это самое важное. Дети, они не всегда внимательны, поэтому они должны еще раз пройти этот курс, повторить правила, повторять много раз, но главное, чтобы они сохранила это им жизнь. Поэтому сегодняшний урок, думаю, что для них надолго сохранится в памяти, и они его, выполняя эти правила дорожного движения, сохранят свою жизнь. Идея применения дорожной ситуации на театральной подмостке не нова, говорит режиссер Владимир Мордович. С подобными программами, имевшими успех, выступали 15 лет подряд. Находясь сейчас на заслуженном отдыхе, Владимир Георгиевич вновь вернулся к этой теме. Его поддержали в Управлении образования Гагаузии и Управлении полиции. Поддержали и актеры Гагаузского национального театра. Сценарий был написан всего лишь за 2 недели. Это очень мало. Для постановки такой программы надо хотя бы месяц, и должны в рамках театра готовить всю декорацию. Я находился в Чедерлунге на репетициях, а в Камраде делали декорацию. Здесь мы попытались в доступной форме, в игровой форме. И самое главное, что мы, если раньше я просто рассказывали об этих правилах, то тут я попытался показать. То есть ситуационные картинки, рисунки мы используем, чтобы детям было понятнее, что происходит. С такими театрализованными уроками актеры планируют выступить во всех учебных заведениях Гагаузии. За 8 месяцев текущего года на территории автономии произошло 16 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, 2 из которых погибли. Екатерина Михайлова, Александр Глеков, Алексей Герчу. Новости ГРТ.